Дима в этом году пошел в 1 класс. Его мама очень хотела, чтобы сын учился именно на родном языке у опытных педагогов Национальной гимназии АИКГТА. У меня сын учится в 1 класс, пошел здесь. Так, мы из-за школы именно купили здесь квартиру, все очень близко, садики, школы. В школе очень красиво прямо. Мы пошли в якутский класс. Так, там очень рада. Класс теплый, школа вообще теплая. Классы уютные. Так, все доступно, но очень красиво. Национальная гимназия начиналась с нескольких классов во Дворце детства. Ее открытие состоялось благодаря активности родителей, которые очень хотели, чтобы их дети обучались на якутском языке. В прежнем здании не хватало классов, у школы не было даже своего спортзала. Неприспособленное для учебы здание едва вмещало всех учеников. И вот накануне 15-летия школа получила новое здание на 1600 учащихся. И мы благодарим главу нашего и благодарим Газэнергомонтаж, что они построили такую очень шикарную школу для наших детей. И родители, учителя и дети, мы совместно обучаемся, воспитываемся, учимся жизни. Здание школы построили по принципу государственно-частного партнерства. Всего в республике с начала реализации нового механизма с 2015 года уже построили 23 социальных объекта. На текущую дату уже введено в эксплуатацию 23 объекта социальной инфраструктуры. Это свыше 3000 мест в детских садах, 1600 мест в школах. Первыми по принципу государственно-частного партнерства построили 12 объектов социальной инфраструктуры. Это 5 детских садов, 4 школы, детскую школу искусств и библиотеку «Смарт», Центр культуры имени Гагарина в Якутске. За 4 года на их возведение было привлечено свыше 800 строителей и специалистов. Задействован большой парк строительной техники. В 2017 году в селе Майя в Мегино-Кангаласском районе по принципу государственно-частного партнерства приступили к строительству детского сада. Новому зданию особенно радовались родители, педагоги и, конечно же, дети. Современное здание детского сада стало поистине украшением и гордостью всего села. Садик оснащен всем необходимым для занятий. Имеются просторные спортивные и музыкальные залы, кабинеты психолога и логопеда. Садик могут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря реализации программы государственного частного партнерства в нашем Улусе одним из первых в 2017 году был построен наш детский сад Кенчари на 240 мест. Условия детского сада полностью соответствуют федеральному государственному стандарту дошкольного образования. Созданы все благоприятные условия для всестороннего и гармоничного развития детей. Введенные в строй социальные объекты, по сути, формируют новый современный облик населенных пунктов. Для их возведения используются новейшие технологии строительства. В 2019 году правительством Республики Саха-Якутия подписано соглашение о строительстве Арктического центра эпоса и искусств и поликлиники номер 2 на 600 посещений по улице Новопортовской. Также в апреле 2020 года мы заключили соглашение о ГЧП в отношении объектов образования. Это, получается, речевая школа по Покровскому тракту. Объект действительно очень ожидаемый среди населения. В Центре культуры современного искусства имени Юрия Гагарина готовятся к новогодним и рождественским праздникам. Мастерицы швейного цеха без устали украшают костюмы сказочных героев. Самодеятельным артистам необходимо быть красивыми, даже если многие мероприятия здесь пока проходят в режиме онлайн. Киноконцертный зал на 500 зрителей, один из крупнейших в регионе, оснащен современным мультимедийным и звуковым оборудованием. В одном из фойе центра расположился музей авиации. Здесь собраны экспонаты, отображающие всю историю развития авиации Якутии. В строящемся 203-м микрорайоне столицы проживают почти 18 тысяч человек. Его основные жители – это молодые семьи с детьми. Инфраструктура микрорайона бурно развивается. И вот чего здесь пока не хватает. Хотелось бы, чтобы рядом была спортивная школа или спортивный зал. Но насчет спорта не хватает, мне кажется. Хватает. Да. Вообще Да. в микрорайоне не хватает? В микрорайоне, да. Спортивные объекты – дело, конечно, необходимое для комфортной, активной жизни горожан. Но микрорайону необходима хотя бы еще одна школа. Скоро откроется одна новая школа на
360 мест и хоть как-то разрешит проблему нашего микрорайона. И мы думаем, что 1600 детей как-то разгрузится, и, наверное, еще вот жители 203-го микрорайона благодаря вот новой школе получат еще одну очень хорошие условия для обучения, воспитания своих детей. Закрыть дефицит так необходимых социальных объектов в регионе позволит продолжение программы государственно-частного партнерства. По этому направлению в регионе появится еще 34 новых объекта. На данный момент у нас реализуется 22 соглашения на реализацию 34 объектов социальной инфраструктуры. Это получается свыше 6 тысяч мест в детских садах, в школах. Также это объекты культуры, здравоохранения и дополнительного образования.